Эфир телеканала «Якутия-24» продолжает выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. И вначале коротко о главных темах. Риск заражения коронавирусом в Якутии остается высоким. Оперштаб призывает сохранить удаленный режим работы. Продолжается и борьба с лесными пожарами. Расскажем о тех, кто спускается в огонь прямо с неба. И пандемия сказалась на книжной отрасли, но прихожане Айхальского храма Рождества Христова всегда найдут интересное чтиво. Ситуация с коронавирусом в Якутии остается напряженной. 51 новый случай выявили за прошедшие сутки. Об этом сообщила заместитель руководителя регионального оперштаба Ольга Балабкина сегодня. 37 случаев выявлены в Якутске, 3 в Обыйском, по 2 в Верхоянском, Горном и Ленском, по 1 в Мирнинском, Нерюнгринском, Алекминском, Сунтарском и Усть-Алданском районах, сообщила она. По информации оперштаба, за последние сутки выздоровели 25 человек. Подтвержден 1 летальный случай. Особое внимание следует обратить на сохранение удаленного режима работы и на подготовку детей к новому учебному году, отметила Ольга Балабкина. Как правило, хотелось бы, чтобы остался насколько возможно удаленный режим для работы министерств, ведомств, учреждений, муниципальных организаций по причине того, что все-таки основные очаги, и которые, круг лиц которых непосредственно проходит в основном бессимптомно, сегодня характерны для рабочих коллективов. Поэтому, насколько возможно, сегодня уже Государственная Дума приняла все соответствующие нормативно-правовые акты сохранения удаленного режима работы. У нас на настоящий момент пришло время тогда, когда нам необходимо уже задуматься о том, как мы готовим наших детей непосредственно к новому учебному году, потому что 1 сентября уже не за горами. На настоящий момент Министерству образования главой республики дано поручение отработать схему, которая будет объявлена и обсуждена в том числе широким и родительским, и учительским сообществом. Ну а родителям, конечно же, у родителей сегодня должно быть понимание того, что действительно будут особенности проведения этой кампании. Но наша задача сегодня сохранить, насколько возможно, традиционную школу и, соответственно, быть готовым к возможным вариантам развития событий. Кроме того, хочу обратить внимание на 3 условия, которые сегодня у нас ставятся в качестве задач перед Министерством здравоохранения республики. Это прежде всего начало диспансеризации, затем непосредственно стоит задача у нас, чтобы дети прошли противогриппозную прививочную кампанию, и, естественно, мы готовим заявку на вакцину, о которой сказал министр здравоохранения Российской Федерации. Далее о борьбе с лесными пожарами. На территории Якутии действует 75 очагов. Огнем пройдено более 250 тысяч гектаров. В настоящее время площадь активного горения составляет 385 гектаров. За сутки возникло 2 пожара, столько же ликвидировано. На тушение привлекались более 800 человек и 92 единицы техники. Для ликвидации потенциальной угрозы и защиты населенного пункта Алико-Кюэль в Среднеколымском районе задействована аэромобильная группировка МЧС в составе 20 человек. Сложная обстановка сохраняется в Верхоянском, Кобяйском, Среднеколымском, Усть-Алданском и Тампонском районах. Здесь зарегистрировано 46 очагов. Все превентивные мероприятия по защите населенных пунктов выполнены. А накануне парашютисты пожарной Бердигекстякского отделения авиалесоохраны вернулись с длительной командировки. С начала пожароопасного сезона они боролись с лесными пожарами в родном Горном Улусе. Отважные парашютисты, пожарные совместно с лесничеством и местным населением потушили 23 лесных возгорания. Как признались сами ребята, особенно трудно было в первые дни, когда приходилось работать по ночам и спать всего 4 часа в сутки. Сейчас отряд авиаотделения снова в бою. Идет борьба с лесным пожаром, бушующим в соседнем Улусе. Так, в этом сезоне мы пересели на новые парашюты типа Курово, Лесник-3 с ПТ-82. Это более точный парашют. Можно приземляться, можно в кепку, можно приземляться. Наша основная задача – это своевременное обнаружение и тушение пожара на малых площадях. Итак, в этом сезоне мы обнаружили и потушили 5 очагов пожара на малых площадях, пока они не перешли на крупный пожар.
Единый госэкзамен в дополнительный период сдадут свыше 3500 человек. Испытания начались сегодня и пройдут в течение 4 дней. Об этом сообщает пресс-служба Рособорнадзора. Сдать ЕГЭ смогут участники тестирования, пропустившие или не завершившие написание экзамена в основной период по болезни или другой уважительной причине, а также контактные по коронавирусу. Экзамен пройдет во всех субъектах России, кроме Севастополя, Ненецкого и Чукотского автономных округов, где все выпускники уже сдали ЕГЭ в июле. Сегодня заслуженному работнику связи Якутии, экс-министру республики, ведущему телепередачи «Охота и рыбалка в Якутии» Александру Борисову исполнилось бы 60 лет. В честь памятной даты родственники и коллеги возложили цветы к его мемориальной доске. Кроме того, представлена книга «Александр Борисов. Связь неразрывная», выпущенная тиражом 500 экземпляров. Сегодня также в его память зажгут телебашню в Якутске. Напомню, именно Александр Борисов инициировал архитектурно-художественную иллюминацию на телебашне столицы. Во время его руководства Минсвязью республики Якутское радио перешло на 17-часовое вещание, переоснастили национальную вещательную компанию «Саха» и создали новые каналы. Тут вошли воспоминания более 100 его коллег, друзей, семьи. И книга получилась довольно объемная, где-то около 300 страниц. И вышла она тиражом 500 экземпляров. Но пока, как говорится, в связи с тем, что у нас сложная эпидемиологическая ситуация, поэтому мы презентацию, которую мы намечали на сегодня, в день его 60-летнего юбилея, он перенесется на более благоприятное время, наверное, скорее всего, к сентябрю. В столице республики столкнутся культуры Востока. 5 августа в Национальном художественном музее откроется выставка «На перекрестке континентов». Будут представлены произведения выдающихся мастеров, работавших в 18-м, начале 21 веков. Огромный азиатский континент породил множество видов искусства. У каждой страны свои каноны красоты, которые в разные исторические эпохи могут быть диаметрально противоположными. В одном выставочном пространстве столкнутся культуры Японии и Бурятии, Китая и Якутии, Монголии и Чукотки. Наши косторезы часто обращаются к опыту японской нецки. Или якутские графики используют мотивы, композиционные приемы, стиль китайской гравюры. И мне показалось очень необычное такое, создание такого микса азиатских культур, которые представляют общий регион Дальнего Востока с его самобытностью, аутентичностью, с необычным пониманием красоты. Пандемия коронавируса повлияла на книжную отрасль. Около 80% издательств сократили количество выпускаемых книг. Об этом сообщает Российский книжный союз. Однако прихожане Айхальского храма Рождества Христова всегда находят интересное чтиво. Какие книги популярны, узнали наши коллеги. Самые популярные книги в этой библиотеке на видном месте. В читальне при Айхальском храме они стоят на отдельной полке. «Не святые, святые» и «Под кровом Всевышнего» издали 8 лет назад. За это время в библиотеке их взяли 500 прихожан. Литературой зачитывались. Мелкие потертости тому подтверждение. Кто-то один прочитал, например, эту книгу, и сразу она пошла в народ, как говорится, потому что очень заинтересовала всех, и она пошла по рукам из рук в руки. Сегодня в библиотеке больше 2800 экземпляров книг. Есть и своя видеотека, популярные художественные православные фильмы. У книгохранилища отдельное помещение. Отдают прихожане книги и в дар. На полках многотомные энциклопедии, журналы, альбомы. Мужчины как-то, если они интересуются, то они больше жития святых больше берут, а женщины больше берут художественный такой, как вот именно православный, как люди, как доступнее больше такой современный язык, чем те жития святых. Они как-то читаются потяжелее. Алена Сафонова приходит в библиотеку вместе с маленькой дочкой. Среди тысяч книг в читальне есть и детская литература. Несколько книг они посмотрят в библиотеке. Любознательная малышка любит разглядывать картинки и интересоваться, кто на них изображен. 2-3 книги мама обязательно возьмет домой. Любим читать с детьми вот такие небольшие книжечки, брошюрки. В них короткие рассказы, притчи. Авторы учат детей, ну и взрослых. Они придутся по душе не только детям, но и взрослым. Они учат не проходить мимо чужой беды, учат милосердию.
Сегодня многие книги можно скачать на интернет-порталах, однако в библиотеке при Айхальском храме всегда есть посетители. Многим нравится прочитать книгу именно в бумажном варианте. Здесь важна любая мелочь, как книга издана, какие в ней иллюстрации. Все это вместе помогает восприятию и пониманию текста. Оксана Мезенцева, Дмитрий Храмкин, телеканал «Алмазный край». Продолжаются мероприятия, посвященные знаменательной юбилейной дате 75-летию Великой Победы. Так, сегодня в Якутске по инициативе Республиканского совета ветеранов состоялся старт победного забега. 6 марафонцев с почетом доставят факел победы к скорбному для всех якутян месту – озеру Ильмень. Напомню, в феврале 42-го там во время наступательной операции с целью разгрома старорусской группировки противника и выходом в направлении на Шимск погибли воины 3-й, 19-й и 40-й отдельных лыжных бригад в составе 12-го гвардейского стрелкового корпуса, сформированных в основном из жителей Якутии. Почти 300 якутян, павших смертью храбрых. К слову, старт забега планировался как раз зимой, но был отложен из-за пандемии коронавируса. В забеге принимают участие спортсмены, члены беговых клубов, участники марафонов и благотворительных беговых проектов. Впереди у бегунов 270 километров. Финиш планируется в поселке Буриги, где сейчас полным ходом идут восстановительные работы на памятнике якутским воинам. Это очень знаменательно, потому что именно в этом году по плану реконструкции всех памятников к юбилею Победы был, можно сказать, восстановлен, отремонтирован памятник якутским стрелкам. И сейчас производятся работы на памятном знаке в поселке Буреги. И вот наша группа бегунов, она, наверное, одна из первых удостоится чести провести мероприятие на восстановленном памятнике. К этому часу это все новости. Оставайтесь на нашем канале.